Время новостей на телеканале Хабар-24. В студии Эльвира Найманбаева. Доброе утро. Нурсултан Назарбаев изложил задачи и приоритеты в рамках третьей модернизации страны в своей статье, опубликованной в республиканской газете «Егемен Казахстан». В материале под названием «Ориентир на будущее. Духовное возрождение» глава государства говорит о том, что Казахстан шагнул в новый исторический период. Так, президент определил два важнейших процесса. Это политическая реформа и экономическая модернизация, к реализации которой уже приступила наша республика. Цель и направление развития определены. Это войти в тридцатку развитых стран мира. В двух главах президент подробно изложил, какие задачи поставлены, что выполнено, а что предстоит сделать. Также он выразил уверенность, что все казахстанцы, в особенности молодежь, поймут всю глубину предложенных инициатив по экономической модернизации и духовному возрождению. К другим темам. Продвижение казахстанских товаров и услуг в нефтегазовом секторе и привлечение инвестиций в страну. Такие задачи ставят перед собой участники 16-й Северо-Каспийской региональной выставки «Нефтегаз-2017», которая проходит в Атырау. Талгат Тутигулов интересовался, какие технологии применяют в нефтегазовом секторе. В этом году участие в региональной выставке принимает более 100 компаний из Казахстана, Азербайджана, Германии, Дании, Ирана, Италии, Китая, Нидерландов, Омана, Польши, России, США, Турции, Украины, Хорватии и Швейцарии. Крупные нефтяные компании региона заявляют о значительном увеличении добычи нефти в этом году, а сервисные организации и поставщики уже готовы заключать новые выгодные контракты. Искать партнеров на выставку в Атыраускую область приехали начинающие казахстанские компании из других регионов страны. Мы здесь не только представляем нашу компанию, наше оборудование, да, но и смотрим, какие технологии вообще применяются на рынке, какие компании на рынке участвуют. Потенциал очень большой. Но нефтегаз, конечно, и для Казахстана это одна из таких артерий, в общем-то, тоже. Поэтому, конечно, нужно участвовать, тем более в таких местах, как Атырау. Для отечественных компаний выставка – это прежде всего возможность поиска новых партнеров и расширения рынков сбыта. Многие из них работают уже не первый десяток лет. По самым скромным подсчетам, порядка 1/5 от всех их контрактов приходится на подобные выставки. Кроме того, это эффективная площадка для решения отраслевых задач. На сегодня мы многое что умеем, но мы хотим больше уметь расширить круг своих партнеров и успешно развиваться в этом регионе и не ограничиваясь этим, а выходить в другие регионы, другие страны, государства. Мы считаем, что мы к этому готовы и к этому мы стремимся. Многие эксперты прогнозируют нынешний год насыщенным для развития бизнеса в Атырауской области. В эти дни параллельно с выставкой в регионе пройдет 4-й международный инвестиционный форум «Атырау Инвест-2017». Талгат Тутигулов, Азельхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау, Хабар-24. В международный морской порт Актау прибыли корабли военно-морских сил Ирана. Это первый их дружеский визит в Казахстан. Основная задача – укрепить взаимодействие флотов двух стран. Ранее иранские моряки посетили Азербайджан и Россию. Отряд кораблей состоит из ракетного катера «Пейкан» и эсминца «Дамавант». Это детище иранских специалистов, самый крупный корабль в истории этой страны. Экипаж кораблей из 200 человек пробудет в порту Актау 4 дня. За это время моряки посетят и достопримечательности областного центра. Думаю, такие визиты станут постоянными. Мы, в свою очередь, тоже готовы принять в порту Ирана казахстанских моряков. Сейчас проходит процедура согласования. Ну а летом мы все вместе с коллегами из Казахстана примем участие в международных морских армейских играх, которые пройдут в Каспийском море. 6,5 сотен военнослужащих срочной службы, призванных в ряды Нацгвардии из Кустанайской области, смогли выйти на прямую связь со своими родителями. В рамках акции в воинскую часть 6697 прибыли родители, чьи дети несут службу в элитных частях. Встречало их гвардейское руководство во главе с заместителем главкома. Беседу в онлайн-режиме построили по принципу обратной связи. Принимали любые вопросы как от солдат, так и от родителей. Кроме того, гости смогли своими глазами увидеть, каким обмундированием обеспечены и как живут их дети. Такая система работы с родителями напрямую, она дает свои положительные результаты. Мы сейчас по сравнению с 2015-2016 годом мы добились существенного снижения
значит, правонарушений у нас в Национальной гвардии. И такие день открытых дверей у нас пройдут, значит, практически во всех областях. Сегодня Совет безопасности ООН проголосует по проекту резолюции по Сирии. Новый документ, предложенный Великобританией, США и Францией, касается химической атаки в провинции Идлиб. Страны настаивают на полном расследовании обстоятельств произошедшего в Арабской Республике и требуют полного сотрудничества в расследовании. Голосование состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени. Напомню, сирийская провинция Идлиб подверглась химатаке на прошлой неделе. Ее жертвами стали десятки мирных жителей. Ответственность за произошедшее США и страны Евросоюза возложили на правительственные войска. А между тем в Дамаске отвергают все обвинения. В Иране проходит регистрация кандидатов в президенты. Она продлится до 15 апреля включительно. Полученные заявки проверит Совет стражей Конституции, после чего будет сформирован окончательный список кандидатов. Их имена озвучат 27 апреля. Отмечу, в соответствии с иранским законодательством, свои кандидатуры на пост президента могут выдвигать исключительно уроженцы или граждане Исламской Республики, имеющие управленческий опыт. Кроме того, их религиозные взгляды должны соответствовать официальной религии страны. Нового главу государства изберут 19 мая. В тот же день в стране пройдут муниципальные выборы. Сразу 3 взрыва прогремели в немецком Дортмунде. ЧП произошло накануне вечером рядом с автобусом известного футбольного клуба. Тяжело ранен центральный защитник Боруссии Дортмунд Марку Бартра. Экстренно сделали операцию. Как сообщает наш СОБКОР, в Германии Шолпан Иманбаева, трагедия произошла, когда автобус направлялся на стадион. Там должен был пройти матч между Боруссией и французским Монако. Однако сразу после атаки было принято решение перенести игру на сутки, а всех болельщиков отправить по домам. Полиция уже заявила о том, что это была целенаправленная атака против футболистов. Известно, что на месте найдено послание, однако его содержание пока не разглашают в интересах следствия. Полиция на данный момент не подтверждает версию теракта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Мы немедленно отправили всех полицейских на спецоперацию. Наши эксперты работают над тем, чтобы выяснить, что за взрывчатое вещество было использовано в бомбе. На данный момент до сих пор неизвестно, кто стоит за этой атакой. Поэтому мы должны рассматривать все версии и мобилизовать все силы. Мы готовы к любому развитию событий. День борьбы с болезнью Паркинсона прошел во всем мире. Казахстан не стал исключением. По статистике, в нашей стране порядка 17 тысяч человек, страдающих этим недугом. Он неизлечим, однако сегодня есть средства, способные помочь болеющим вести максимально привычный образ жизни. Дана Ржиманова продолжит. О том, что у него болезнь Паркинсона, майор Анатолий Меркулов узнал в 37 лет. Достаточно молодой возраст для этого недуга. Обычно им страдают пожилые люди. Заболевание связано с постепенной гибелью части нервных клеток, что приводит к нарушению регуляции движений. Болезнь до того меня, так сказать, одолела, что приходилось уже жене, скажем, шнурки даже не могли. Прописали препараты на ком, так было раньше. Вот, я пил их, дошел уже до 7 таблеток в день. И чем больше эти таблетки пьешь, тем меньше не помогают. Вот почему-то такая ситуация у меня была. И я дошел до того, что пил уже 7 таблеток, и они мне не помогали. После этого пришлось обратиться сюда, в центр нейрохирургии. Сейчас под левой ключицей у Анатолия находится нейростимулятор. Внешне он похож на небольшой пульт управления. Он позволяет регулировать импульсы. Операцию в центре нейрохирургии сделали бесплатно. До 2013 года в Казахстане болезнь Паркинсона – это был приговор, по сути дела. То есть человек из себя уже ничего не представлял, будем говорить, это растение. То после 2013 года в Казахстане болезнь Паркинсона – это просто диагноз для врачей. Я бы так сказал. На сегодняшний день отечественные нейрохирурги прооперировали 187 казахстанцев, страдающих болезнью Паркинсона. Другими словами, 187 человек получили возможность жить прежней жизнью. Той, что была до того, как прозвучал диагноз.
Операция дорогостоящая, но гражданам Казахстана эту операцию оплачивает государство. Это одна из сложнейших операций с применением дорогостоящего оборудования, дорогостоящих инструментов. И причем этой операции еще нужно обучиться в ведущих мировых центрах. Все это нами сделано с помощью государства, с помощью Министерства здравоохранения. И сейчас мы эти операции делаем на мировом уровне. Да, болезнь Паркинсона неизлечима, однако прошло то время, когда пациент оставался один на один со своим недугом. Специалисты встречаются друг с другом, обмениваются опытом. Задача казахстанских врачей – определять болезнь на ранней стадии, назначать грамотное лечение и делать все для того, чтобы пациент жил полноценно. Данара Жуманова, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана. За месяц до празднования Дня Победы Великой Отечественной в Темиртау потух вечный огонь. Он горел в городе Металлургов более 40 лет. Вандалы похитили звезду и часть памятника воинам, погибшим в годы войны. Бронзовая стелла весом более 100 килограммов привлекла злоумышленников. А на месте звезды сейчас зияет дыра. Одна из темиртауских компаний уже вызвалась воссоздать памятник за свой счет. Ее изготавливаем из простого железа, покрасим, приведем в соответствие, и уже к нашим всем майским праздникам звезда будет восстановлена и памятник тоже будет восстановлен. Продолжим. С 15 апреля в Астане начнут ремонтные работы на нескольких улицах. В период подготовки к Экспо по проспекту Кабанбай-Батыра начнут строить сети водопровода и канализации. В связи с этим до 25 апреля перекроют движение на пересечении с улицей Алматы. Со следующего дня, 26 числа и по 10 мая, будет запрещен проезд по улице Кирей и Жанибек-Ханов. А до 15 мая проспект будет закрыт на пересечении с улицей Мангелик-Ель. Кроме того, из-за строительства тепломагистрали временно ограничат движение по проспекту Тлиндиева на пересечении с улицей Бейсекеевой с 15 апреля по 15 мая. В целом, до 30 мая средний ремонт проведут на 14 улицах, 11 из которых на левом берегу. На средний ремонт дорог выделено 5,5 миллиардов. Это имеется в виду средний ремонт, это меняем верхние слои асфальта, где нарушено благоустройство, где нарушен тротуар, там меняем, частичное освещение меняем, вот эти виды работ. И текучий ремонт, это ямочный ремонт, вот такие виды работ по городу. Это на первое полугодие. О спорте. За путевку в мировую группу Кубка Дэвиса казахстанские теннисисты поспорят с Аргентиной. Жеребьевка плей-офф прошла в Лондоне. Сам же пятиматчевый поединок пройдет в Астане с 15 по 17 сентября. А напомню, что на минувших выходных команда Диаса Дускараева одержала победу над сборной Китая со счетом 4-1 в первой группе зоны Азия-Океания, благодаря чему завоевала путевку в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса. И последнее. В Лондоне на аукционе Сотбис выставили самые дорогие серьги в мире. В оправе из белого золота два редчайших бриллианта – Аполлон голубой и Артемида розовая. Несмотря на то, что драгоценные камни оформлены как серьги, продавать их будут по отдельности. Оценочная стоимость двух лотов – 68 миллионов долларов. Торги пройдут в Женеве 16 мая. По словам представителей аукционного дома, из-за редкого цвета и чистоты эти камни считаются одними из самых красивых бриллиантов в мире. Еще больше информации на нашем официальном сайте 24.kz. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи.